Вермахт стоял под стенами столицы СССР, а полевые аэродромы Люфтваффе находились к Москве, как никогда близко. Говорят, что ВВС РККА уступали Люфтваффе во всем и вообще были разбиты в 1941 году. Что же тогда помешало лучшим летчикам Геринга безнаказанно бомбить Москву, когда до нее было рукой подать? Почему воздушная война — это тактика, а не только самолеты, летчики? Как ВВС РККА тактически переиграли Люфтваффе? Давайте разбираться. В октябре-ноябре 1941 год операция вермахта «Тайфун» шла полным ходом. После взятия в тяжелых боях Смоленска, котлов под Вязьмой и Киевом, началась одна из самых драматических битв в истории Второй мировой войны – битва за Москву. С воздуха наземные войска вермахта поддерживал второй воздушный флот Люфтваффе под командованием Альберто Кейсельринга. В состав флота входило 1320 самолетов. К концу осени технически пригодных и уцелевших машин было не больше 950, но тем не менее солидная цифра и грозная сила. Основной ударной мощью бомбардировочной авиации были приданные флоту эскадры «Викинг», «Кондор» и «Мельман», в которой летал ГУ «Рудель. С ней не совсем ясно, осенью убыла под Ленинград, успела ли поучаствовать в «Тайфуне» и насколько активно, у меня нет данных. В это время, 23 сентября 1941 года, Рудель как раз должен был бомбить в Кронштадте линкор «Марат». В любом случае «Мельман» — это больше штурмовая авиация фронтового, а не стратегического направления. До Москвы Ю-87 не летали. Рудель отмечает юбилейный вылет. Отследить формирование бомбардировочной авиации Люфтваффе довольно нелегко. Для немцев было привычным делом деление части на эскадрильи, которые могли действовать на разных участках фронта. Война в воздухе – это не только мастерство пилотов и матчасть, безусловно, это основа, но еще и тактика. К концу осени и зимы авиация Люфтваффе столкнулась с рядом проблем. Низкие температуры, проблемы с запуском двигателей и обслуживания самолетов, снег, который заметал полевые аэродромы, иногда вынуждая при сильном морозе готовить и чистить только одну взлетно-посадочную полосу, что снижало возможности аэродрома и количество самолета-вылетов немецкой авиации. Ошибочно думать, что зимой немцы почти не летали и замерзали вместе со всем вермахтом, но то, что им стало не до Москвы, это точно. Самолетов едва хватало, чтобы поддерживать наземные войска и трещащий по швам фронт. Блицкриг окончательно сломался. Основные его составляющие, когда танки рвутся вперед, а Люфтваффе над головой, не работает, когда из него выпадает хотя бы одна часть пазла. К зиме 1941 год пазл вообще развалился. Когда в танках замерзло масло, пехота сидит в окопах под советским артиллерийским огнем, а Люфтваффе не видно на горизонте, то это уже не блицкриг, это выживание. Воздушная битва за Москву была проиграна немцами еще раньше, и самые тяжелые бои на подходе и в небе над Москвой были в июле-сентябре 1941 год. Немцы придавали большое значение задаче по бомбардировке Москвы. Для этих целей еще в июле 1941 год в составе второго воздушного флота была выделена и сформирована специальная группа из более чем 300 тяжелых бомбардировщиков типов Хейнкель-111, Юнкерс-88 и Дарни-215. В советский тыл осуществлялась заброска групп, оснащенных радиомаяками для обозначения направлений пролета немецких бомбардировщиков по заранее намеченным маршрутам налета на Москву. Командир 8-го авиакорпуса Люфтваффе генерал В. Рихтгофен 19 июля 1941 года, после совещания у Кейсельринга, в соответствии с директивой номер 33 отдает распоряжение начать воздушное наступление на столицу СССР. Руководство СССР понимало, что у Люфтваффе богатый опыт по бомбардировкам европейских столиц и, что налеты на Москву будут и очень скоро. По распоряжению Сталина разработку плана по отражению налетов на Москву начали уже в начале июля 1941 год. Московской зоной ПВО в то время командовал генерал МС Громадин. Командиром 6-го ЯК был назначен полковник Д. Климов. Командиром 1-го корпуса ПВО и одновременно начальником пункта ПВО Москвы являлся генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев. Основной задачей истребительных полков было встречать немецкие самолеты разведки на дальних рубежах, 200-300 километров от Москвы, не давая им вскрыть расположение частей ПВО города и аэростатов воздушного заграждения.
ПВО были насыщены как орудиями большого калибра, так и зенитными пулеметами. Службы ВНОС и радиолокационные станции вели работу по разведке, обнаружению противника и оповещению. Большое количество зенитных прожекторов создавало сплошную полосу света на глубину до 40 километров, даже с опережением зоны досягаемости открытия зенитного огня. Незадолго до первого налета на Москву в Ставке была даже проведена командно-штабная игра, целью которой было выработать верную стратегию действия в условиях налета, проверить оперативность и эффективность противодействия ПВО столицы самолетам Люфтваффе. Первый налет на Москву немцы провели ночью 21 июля 1941 года. Проводили грамотно. В каждой группе был самолет, лидер, с радионавигационным оборудованием. Группы бомбардировщиков шли эшелонированно по времени и на разных высотах. Установленные на земле радиомаяки обеспечивали улучшенную координацию экипажей бомбардировщиков. Ночной налет немцы совершали из практических соображений. Во-первых, они знали, что в составе истребительных полков ПВО столицы не так много пилотов ночных истребителей, и не все легкие зенитные пулеметы и орудия обеспечены прожекторами. На перехват был поднят по тревоге 11-й ИАП, и истребители поднялись в воздух и встретили первую группу немецких бомбардировщиков. Немцы шли плотным строем, без истребительного сопровождения, прикрывая себя бортовым огнем. Капитан Титенков атаковал ведущего, огнем пулеметов поразил борт «Стрелка», а со второго захода подбил и сам самолет. Взаимодействие группы было нарушено, а строй рассеян. Также к бою подтянулись и летчики из 120-го ИАП. В результате боя с бомбардировщиками отличились более 8 советских пилотов. На подходе были следующие группы бомбардировщиков, которые старались обойти прожекторы и выйти из-под огня зенитных батарей. Тогда было решено создать силами сразу нескольких зенитных батарей стену огня. Открыв упреждающий огонь, советские зенитные батареи смогли создать огненный вал. Расчет был прежде всего на человеческую психологию, ведь не каждый рискнет соваться и пытаться прорваться через густые облака разрывов. Расчет оправдался. Большинство самолетов уклонились от цели, сбросили бомбовый груз где придется. Следующая группа немецких бомбардировщиков также ждали сюрпризы. Из воспоминаний командира немецкого бомбардировщика Хавекхорст: «Скоро мы увидели 10-20 прожекторов, создававших световое поле. Попытки обойти его не удались, прожекторов оказалось много и слева, и справа. Я приказал увеличить высоту полета до 4500 метров и экипажу надеть кислородные маски. Когда наш самолет вплотную подлетал к Москве и мы собирались освободиться от бомбового груза, раздался взволнованный голос радиста: «Внимание, аэростаты!» «Ты обалдел?» — послышалось в ответ. «Мы же летим на высоте 4500. Экипаж хорошо знал, что англичане не поднимали аэростаты выше 2000 метров, а здесь высота была, по крайней мере, удвоена. Я приказал сбросить бомбы и мы повернули обратно. Налет был отбит, а Люфтваффе потеряла 22 бомбардировщика, часть получили серьезные повреждения и уходили за линию фронта с пожаром. Не все было так безоблачно, отдельные самолеты прорвались и отбомбились по городу, пострадали более 600 человек, были повреждены железнодорожные пути, пострадали водопроводы, были разрушены участки электросети и газопровода, возникло множество очагов пожара, а более 30 зданий получили серьезные повреждения. В масштабах 4-миллионного города, на тот момент населения Москвы, это было не так весомо, но чувствительно. Если бы не грамотная организация работы ПВО и истребительного прикрытия, то разрушения были бы в разы больше. Немного о Талалихине. Немцы прорывались и наносили городу урон, но засыпать его бомбами и стереть в пыль, как того хотел Третий рейх, им не дали. Воздушный таран Виктора Талалихина очень ярко характеризует обострение борьбы за воздушное пространство над городом в августе 1941 год. Сложное положение ВВС РККА. Ночью с 7 августа 1941 года Виктор на истребителе И-16 из состава 177-го ИАП вел воздушный бой в небе Москвы и протаранил бомбардировщик Ни-111 из 7-й эскадрильи и 26-й бомбардировочной эскадры Люфтваффе. Талалихин выпрыгнул с парашютом, спасся и пилот немецкого бомбардировщика Рудольф Шик, взят в плен. Талалихин был не первым, кто совершил воздушный таран, до него были другие, но эти случаи советской пропагандой не афишировались. Данный маневр не приветствовался и считался порчей матчасти.
Но к августу 1941 год положение стало настолько тяжелым, что стал популярен лозунг «уничтожить врага любой ценой и способом», и поэтому таран Виктора был в нужное время и в нужном месте. Советские газеты подхватили подвиг Талалихина и немного его приукрасили. Сейчас можно почитать строки из советских газет и по-доброму улыбнуться. Людям, как воздух, нужны были подвиги в то тяжелое время. Фашистский стервятник был сражен сталинским соколом. Минус, писала пресса. При осмотре трупов на месте падения Хейнкеля оказалось, что экипажем руководил подполковник, награжденный Железным крестом. Заметка журналистки Е. Кононенко. Бомбардировщик тяжело плыл по небу. Холеный гитлеровский подполковник у командира экипажа, матерый фашистский волк, злобно предвкушал, как он будет бомбить столицу Советского Союза. Охваченный жарким пламенем и дымом, Хейнкель рухнул вниз. Виктор напрягает всю волю, все силой выбрасывается с парашютом, приземляется в небольшое озеро. Он жив, он полон счастья, любви к родной земле, к Москве, к советским людям. Вот они бегут прямо к берегу, прямо к нему. Родные руки обнимают его. Если советская пропаганда приукрашивала реальный подвиг, то пропаганда Третьего рейха откровенно вводила людей в заблуждение. Сообщение Берлинского радио о результатах воздушных налетов в августе 1941 год. Люфтваффе подвергают Москву уничтожающей бомбардировке. Заводы и фабрики, расположенные вокруг Москвы, настолько разрушены, что всем иностранцам запрещен выезд за пределы Москвы. Кремль и почти все вокзалы разрушены, Красной площади не существует, особенно пострадали промышленные районы. Москва вступила в фазу уничтожения. Виктор проведет еще много боев в небе своей родины и запишет на свой личный счет 5 сбитых самолетов противника. Храброго летчика Виктора Талалихина не станет 27 октября 1941 года, он не вернется из воздушного боя. Тайфуны или как близкая для вермахта Москва стала дальше для Люфтваффе. Если летом и в начале осени 1941 год немцы испытывали большие проблемы с преодолением воздушных заслонов ПВО Москвы, то к концу осени и зиме ситуация для Люфтваффе стала еще сложнее. В развернувшейся битве за Москву, в помощь Западному фронту, срочно был создан Калининский фронт. Вместе с ним были сформированы ВВС Калининского фронта. Первая резервная авиационная группа Ставки Верховного Главнокомандования на Юго-Западном фронте была преобразована в ВВС Калининского фронта. В распоряжение ВВС Калининского фронта перебазировали 10-й истребительный авиаполк, ИАП, в составе, оснащен МиГ-3, 193-й ИАП, 19 оснащен ЛАГ-3 и 132-й ближнебомбардировочный авиаполк, оснащен П-2. Летчики сразу же включились в работу по штурмовке наступающих войск противника, бомбардировке тыла и коммуникации группы армий «Центр» и на борьбе с истребительной авиацией Люфтваффе. В первой половине ноября 1941 год ВВС РККА в целях снижения действия авиации противника предпринимает серию налетов на аэродромы противника. К операции были привлечены силы ВВС Калининского, Западного, Брянского, ВВС Московского военного округа, дальнебомбардировочная авиация, 80-й от 21-й отдельной бомбардировочной авиадивизии ВГК. Москву кроме фронтовой авиации защищали 1-й корпус ПВО и 6-й истребительный авиакорпус, входившие в состав Московской зоны противовоздушной обороны. Сейчас, чтобы прорваться с воздуха к Москве, немцам нужно было преодолеть плотные заслоны фронтовой авиации, которая могла их встретить уже на подлете к линии фронта, а если каким-то чудом они прорывались, то их ждали силы ПВО Московского округа и самой столицы. Если летом 1941 год бомбардировка Москвы была очень сложной и рискованной задачей, то к зиме она стала фактически невыполнимой Герману Герингу и его Люфтваффе. Наверняка, от этого стало очень грустно. Советские ВВС не пытались быть сильными везде и повсюду. Они в 1941 году этого и не могли в принципе. Чтобы стать сильными в одном месте, нужно было ослабить другие. Приоритет был выбран, им стала Москва. На других участках фронта, Люфтваффе чувствовали себя гораздо вольготней. На том же Волховском фронте под Ленинградом, немцы иногда ходили по головам и владели безраздельным превосходством. Зимой-весной 1942 год Люфтваффе сможет успешно снабжать свою группировку в Демянске. Оправдан ли был этот приоритет? Безусловно, если учитывать,
что Москва – это не только столица государства, но и важный транспортный узел, ЖД-развязка и один из промышленных центров. Конечной целью всего немецкого наступления, как ни крути, была Москва. Судьба всей кампании 1941 года, если вообще не всей войны, тогда решалась именно там. Командование было право, тактически Люфтваффе проиграла битву за небо Москвы. Благодаря известным и неизвестным летчикам и героям тех сражений, город не был разрушен с воздуха. Тем, кто смог уцелеть в тех тяжелых боях и пройти суровую школу боев в 1941-1942 год, станут костяком фронтовой авиации и создадут задел для воздушного перелома в 1943-1944 году и подготовят себе молодую смену. Слава советским летчикам, надстоявшим небо столицы, павшим за него.